Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Добро пожаловать на урок казахского языка. Тема сегодняшнего урока – менің электронды поштам. Сабақ тақырыбы – менің электронды поштам. Моя электронная почта. Оқулықтың 70-71 беттерін ашамыз. Открываем страницу учебника 70-71. Познакомимся с новыми словами. Хабарлама – сообщение. Ребята, вы знаете, для чего нужна почта? Как вы думаете? Почта нужна для того, чтобы передавать письма, другие сообщения, например, телеграммы, открытки, и для того, чтобы передавать всякие посылочки, бандероли. Было время, когда почтальонами служили птицы, голуби. А вот вы видите почтальона прошлого века. Это почтальон времен СССР. И почтальон Печкин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». А на этой картинке мы видим нашу Казпочту, то есть почта Казахстана. Что такое электронная почта? Электронная почта – обмен почтовыми сообщениями с любым абонентом сети интернет. То есть нам не нужно выходить из дома для того, чтобы послать электронное письмо. Для этого нам нужно какое-то устройство, компьютер, телефон, смартфон, планшет и доступ к интернету. И благодаря этому мы можем отправлять письма. А теперь открываем 71-ю страницу, 6-е задание. 71-ші бет, 6-шы тапсырма. Задание. Электронды пошта алу үшін төмендегі сауалнаманы толтыр. Для того, чтобы открыть электронную почту, нужно заполнить данную анкету. Аты – имя. Напишите свое имя. Тег – фамилия. Напишите свою фамилию в пустую графу. Туған жылы күні айы. Число, месяц и год рождения. Жынысы, пол. Мальчик или девочка нужно вписать. Қаласы – город. Город, в котором вы проживаете. Электронды поштаның аты. Как вы назовете свою почту? Почту мы пишем латинскими буквами, то есть английским алфавитом или латинским алфавитом, что почти одно и то же. Құпия сөз, парольное слово, тайное слово. Ұялы телефонның номері, номер своего телефона. Құпия сұрақ, тайный вопрос, то есть эти слова и вопросы нужны для того, чтобы при необходимости восстановить пароль. Жауабы – ответ на вопрос. И қосымша электронды почта. Если у вас уже есть другая электронная почта, то напишите ее название. Если нет, то не надо. Для чего мы заполняем эту анкету? В старших классах вам нужна будет электронная почта. И для того, чтобы ее открыть, вы в определенные графы будете вписывать именно эту информацию. Сейчас мы тренируемся, как заполнять анкету для того, чтобы открыть электронную почту. Электронная почта бұл интернет желісіндегі ақпарат алмасу үшін жасалған. Сол электронды поштаны ашу үшін келесідей анкетаны толтырып, болашақта шын өзіміздің электронды поштамызды ашуға дайындалып жатырмыз. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше сау саламатты болыңыздар.